Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Короткое якутское лето наконец-то наступило, и мы вышли на улицу. И к нам сегодня в гости пришла тренер-нутрициолог, действующая спортсменка, вице-чемпионка Гран-при Саха по бодибилдингу в категории фитнес-бикини Ирина Бурдулева. Ирина, Все здравствуйте. точно. Здравствуйте. Все точно, да? Я постарался как можно больше не читать, но какую-то часть информации запомнил. Спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. И чем вы к нам сегодня пожаловали, что будете готовить? Очень приятно, то, что вы меня пригласили. И я решила, вопреки тому, что я посмотрела ваши передачи и увидела, что там все готовят мясо. Это моя просьба. Да. Я люблю мясо. Я просто с мясом, это я и вообще несовместимо. Я больше люблю сладкое и легкое, да. Хотя, я знаю, готовка... А где спорт, где сладкое? Вот. Вы же действующая спортсменка. Умею совмещать. Так, это моя фишечка. Вот. Но нет, на самом деле в режиме мы, конечно же, готовим достаточно простые блюда. Чем проще, тем лучше. Ну, а когда у нас есть читмил или рефит, вот на помощь приходит вот такая выпечка. Мы сегодня будем готовить с вами трайфлы, очень быстрые, для жаркой погоды, на основе крема пломбир и фисташка, малина и шоколад, вишня. Трайфл, если я правильно понимаю, это относится к категории десерты. Да, это десерты. Так, правильно? Да. Да, это подают в кофейнях, трайфлы, да, что-то такие такое. в креманках красивые. Что-то легкое, воздушное. Легкое, воздушное, быстрое. Да, но как получается, что даже спортсменам, действующим причем, да. это можно? Это можно. Да, потому что, сейчас мы, конечно, доберемся до этого. Всегда у всех на устах сейчас в последнее время такая тенденция, что ПП, супер ПП, КБЖУ, все этому уже всем уши прожужжали, что сладкое вроде как вообще нельзя, сахар, страшно вреден, мы опять до этого дойдем, но все-таки, если как-то комбинировать, правильно выбирать продукты, то... Все можно сбалансировать, конечно. Так, и также, с чего мы начинаем? Точнее, с чего вы начинаете? Так, мы начнем с самого такого сложного, которое должно немножко остудиться у нас. Мы начнем с заварной основы. Так, это весы? Да, мы все будем делать через весы, потому что точность – это наш залог успеха. Мы сейчас возьмем молоко. То есть, соотношение? Да, соотношение, конечно. Мы возьмем молоко, потому что как бы в я смотрю, почти что обезжиренное, 0,1%. Это просто для того, чтобы сбалансировать, так как в твороге у нас, в творожном сыре, вернее, у нас 60% жирности. И нам нужно сбалансировать, так как у нас еще будут орехи, они тоже имеют свою жирность. У нас будет кокосовое масло, какао и яйца. Они имеют свою жирность. Чтобы сбалансировать, и не было, чтобы у нас скачка такого жиров, мы, соответственно, выбираем там более легкие продукты. И если нам нужна такая сливочность, мы выбираем, в общем, соотношение, мы выбираем более жирные на основу. Рецепт вы где берете или где взяли? Вот этот рецепт – это мое личное изобретение. Так, и соотношение тоже где-то у вас в голове. Я смотрю, у вас листочка нет, подсказок нет. То есть готовите это уже давно и знаете, что, как все должно быть. Да, я проводила. То есть этот рецепт у меня вообще был на мастер-класс для кондитеров, которые хотят, которые хотят развить свои навыки. На самом деле не так много людей захотело пройти именно этот курс, но те, кто прошли, они сейчас пошли дальше. Вы так точно налили, и вот именно 626 миллилитров молока должно быть? Нет, плюс-минус. Я пошутил. Так, дальше. Так, мы сейчас снимаем тару и добавляем сюда молоко сухое. Мы его так сейчас номинально, конечно, размешаем, но потом возьмем специальным венчиком, чтобы комков не было, наверное, да? Да, так проще.
Но можно не размешивать, можно, в принципе, сначала, допустим, ой, ветер тут вытаскивает. Ничего у нас страшного. всё. Ничего. Мы все до последней капельки, чтобы у нас была сливочность. С молочком добавляем подсластитель. Так, это, скорее всего, как бы заменитель сахара, да? Да, это заменитель Ну, можно было сахара. сахар, но... Нет, на сахар- самом деле, да, можно сахар, но я уже очень много лет белый сахар не употребляю, и поэтому я заменяю его на подсластитель. А вообще это больше для вас, я особо не добавляю вообще его. То есть мне достаточно сладости самого сыра, самих ягод, и я ищу ножик. Да-да-да, вот я вот держу его в руках. Вы сейчас отделять будете, да? Да, я сейчас хочу отделить. У меня есть такая штучка, с ней удобнее, да, чтобы не пачкаться. Но все равно для начала мы начнем вот так. Так, и берете, получается, только белок. Только желток. А наоборот, только Да, желток. нам не нужно, нам белок здесь не понадобится. А, ну надо же. А то обычно же спортсмены только, наоборот, желток не берут, а как бы белок. Или я ошибаюсь? Нет, ну есть разные, Ага. вот. Спортсмены. Нет, есть разные способы готовки. Ага. Вот. Если нам нужно приготовить, допустим, меренгу, естественно, мы не будем брать желток. Мы возьмем. Если мы хотим приготовить, ну вот как раз. Как раз Все ясно. получается. Ручки дрожат, мы Ну, ничего, волнуемся. Это нормально. Да. Чтобы- Хотя вы проводите мастер-классы, вы же не профессиональные. Как бы. Ну, в любом случае... Да, но тем не менее, такой вопрос. Наверняка вам приходится много готовить для домочадцев и все прочее. А вообще готовить вы любите? Да, я люблю готовить. Да? А что лучше всего получается и что любите сами готовить? Есть какое-то фирменное блюдо? Там, не знаю? Да, у меня есть фирменное блюдо. Это самое простое блюдо, это борщ. Борщ? Да, да, но он у меня идет с фасолью. То есть я не добавляю туда картофель, я добавляю фасоль. Мгм. Вот, вместо Картошка. картошки. Но это просто потому, что как бы мы особо картофель не едим, Мгм. поэтому мы заменяем растительным белком, так скажем. Мгм. Ну, то есть много крахмала тоже вредно. Ну, надо все в соотношении. Все полезно в меру. Ну что ты не отделяешься? Так, третий пошел. Да, и четвертый И сейчас. четвертый пойдет. 4 Да. яйца. 4 желтка нам понадобится, так как мы будем делать 2 вида, и нам нужно обязательно... А, еще и 2 вида будет. Да, у нас Класс, будет класс, 2 класс, класс, вида. класс, класс. Чем больше, Да. тем лучше. Да, Потому что все конечно. наши ребята тоже любят Конечно. сладкое. Конечно. Все любят сладкое. Мгм. Вот. Но, так, белочек нам не нужен, мы его Да, убираем. это мы потом И мы яичницы делаем, сейчас, если да. что. Ну да, полезно. Передача у нас будет выходить вечером, а мы снимаем утром, ну как раз да, самое то. Да. Да. А правду говорят, что, ну вот есть же народная, скажем так, притча, пословица: завтрак съешь сам, обед съешь половину, и ужин отдай врагу. На самом деле мы все зависим от циркадных ритмов, которые мы сами себе выстраиваем. Циркадные ритмы. Это что такое? Это, Еще. то есть в условиях глобализации, когда у нас, допустим, мы приравнены к тому, что у нас утро, ну, рабочий день начинается с 9 часов, да? Ну, У многих. Да, у многих с 9 часов и заканчивается там в 6. И вот мы подстраиваем свои ритмы, то есть Ну, то, во сколько как бы мы все можем... люди, нам нужно условно встать в 8, позавтракать и пойти на работу, в обед прийти Да. домой пообедать, а вечером после работы сам Всё Бог велел пра- поужинать. Все правильно. Ну, как Но бы- есть такие категории профессий, которые подразумевают, что они работают ночью. И, соответственно, для них как вот завтрак, обед и ужин распределить. То есть все зависит от того, какой, ну, в целом у человека распорядок, да. распорядок дня. Ну, я, например, люблю спать до обеда. И что делать тогда? Когда у меня завтрак? Ну, условно. Ну, как стали, так Когда и у меня завтрак. съемок нету и каких-то дел особенных нету, я могу, ну, условно, всю ночь смотреть То есть футбол, на самом деле... в обед встать и что делать? На самом деле завтрак это только помощь организму, потому что мы когда просыпаемся, то есть наш хозяин, который нас пробуждает, это гормон кортизол. Да. Да, то есть если мы хотим быть здоровыми и крепкими, сильными, чтобы у нас полностью все хорошо в организме работало, то, конечно же, желательно погасить этот гормон
с момента пробуждения. Его гасит завтрак, так скажем. Вот. Но мы же не пойдем сразу тренироваться. То есть наше Тяжело, тело... организм должен проснуться. Наше тело не готово, да. подготовлено И быть, вот да. достаточно того, чтобы мы просто позавтракали. А плотность и так далее мы выбираем из своей комфортности. Да, то есть тут абсолютно не зависит от того, во сколько мы там встали и позавтракали. Все зависит не от обязательства встать там в 6 и позавтракать, а у тебя рабочий день, допустим, с Ну, 3 то есть, часов дня. Опять же, только получается, строго индивидуально. Конечно, Да. все Как индивидуально. привык. А вот, говорят же, Так, наедаться всё, перед тут сном, после 7 я не ем, если у меня обычный распорядок. Смотря что кушать. А, вот так тоже, да? Да, смотря что кушать. Борщ в 10 вечера. Но Две если тарелки. вы дальше будете... Две тарелки. Если у вас дальше будет активный, Просмотр футбола. Да, До 4 утра. Если что-то Сейчас будет чемпионат Европы активное, идет. Да. Ну что, то, почему бы и нет, конечно же, почему бы и нет. Так, да? мы щас, Или наверное, вечерняя пробежка, тем более. Почему бы и нет, да, конечно. ну Можно и всё. покушать. Так, мы сейчас пожужжим. Просто чтобы смешать, чтобы у нас не было комочков. Мгм. Чтобы это все однородненько стало. Вот, смешали и хотите вот. И вот тарелочку давайте возьмем, чтобы. Давайте. Да, И под я неё сейчас... Нет, это поставить, положить. Да, и я вот прямо сейчас, вот прям в данный момент вспомнила, что вот у нас лежит крахмальчик, а мы его не положили. Да. Крахмал тоже Мы надо. его сейчас тоже добавим. Чуть-чуть кукурузный. Да. Для чего он добавляется? Он загуститель идет Ага. для того, чтобы текстура была более плотная. Ага. Ну, давай. Шушуть. Шушут, да. Ну, буквально там 20 граммчиков. надо. А, да? Да. Немало. Ну, на такое количество это Нормально, мало. да? Хорошо. Да, 19 пойдет. Там, где 20, там и 19. Да. Не, ну плюс-минус, тут как бы Да-да-да, прям понятно, так понятно. с... Я прикалываюсь над вами. Нормально. А я такая вся серьезная. Да. Ну просто вы то, что в голове все держите, получается, что вы это готовите довольно часто, что уже рука набита и все такое. Ну да, но не то, что даже рука набита, а то, что это просто из моей головы вышло. Само Нет, но пришло. все равно же где-то же подсмотрели, ну то есть вы же не стали там наобум все бросать туда. Нет, конечно, Ага. это как бы основная технология от кондитерской истории, да. То есть мы что-то заменяем, что-то добавляем, единственное, мы пропорции разные. То есть это методом проб и ошибок ты к этому приходишь. Так вы еще Да. и творчеством занимаетесь, экспериментируете. Обязательно. Это особенно, когда... то есть мы вообще бодибилдеры, люди творческие. Нам, когда запрещают много чего кушать, Ага. но это обусловлено тем, что наш организм, нам нужно вот это все начать греть. Да, пожалуйста. Давайте я вам помогу. Это обусловлено тем, это что делается наш... Вот так. Оу, какая техника. Ну, это такая Отлично. походная история. Ставим и начинаем прогревать до загустения. Ага. Вот. Погреть просто надо. И не отходим, иначе оно капризное, все может очень быстро пригореть и будет... Да, тут немножко ветер, да, поэтому огонь сдувает, но, как говорится, это... Вообще технология вот этого вот... вообще история приготовления мной именно такого десерта. Мне сказали, можно... Я готовила вообще на кокосовом молоке. Мне какое-то время нельзя было вообще молочку никакую употреблять, но это было обусловлено здоровьем. Не подготовка, а именно здоровьем. Вот. И вот я всяко разное там извращалась, чтобы у меня получился вкус пломбира. То есть это выпало на лето, все едят этот пломбир, а я такая сижу, смотрю. Кстати... Мне так грустно. Да. Насколько вреден вообще пломбир? Смотря какой, опять же. Смотрите, Натуральный, надо сливочный, смотреть состав. ванильный. Нет, абсолютно не вреден. Да ладно. Да не вреден Да? он, нет, А я конечно. много мороженого ем в последнее время. Я не знаю, но мне говорят, что что так много мороженого ешь, вредно вроде как. Нет. Для меня вроде как не вредно.
не вредно. Ни для кого не вредно. Это мы отдельно. Конечно, если Прекрасно. он сделан там на сливочках, да, Да, ну пусть да. там даже бог с ним, мы опустим подробности о сахаре, Ага, да, ну чуть-чуть. пусть там будет. У нас сахар везде, в орехах, Да. даже в зелени у нас есть сахар. То есть если все сбалансировать, то почему нет? Мгм. И, кстати, вот я хотела сказать, ну, может, это не совсем инструкция для пользования, да, Так. но мы проводили, когда мы обучались, мы проводили такой эксперимент. Мы вешали на себя специальные датчики, которые отслеживали количество выброса инсулина при приеме пищи. И было такое, что мы сначала, допустим, употребляли там разного типа продукты. Белый хлеб, что еще там у нас было? Шоколад. Где много сахара. Да, ну достаточно, достаточно такие, да, и рис, да, вот рис. Ну, потому что рис это вообще проблема. Белый рис все почему-то себе запрещают. С чего-то они взяли, что он прям накинулись, в общем, на него. Вся Юго-Восточная Азия на рисе, ну как, куда деваться? Конечно, Так, ага, дальше. конечно. И? То есть все прекрасно должно быть у риса. Вот, и когда ты употребляешь просто этот продукт, да, он не совсем, скажем так, полезен, да, достаточно высокий скачок. Но когда ты перед этим употребляешь грубую клетчатку, я имею в виду зелень, там укроп, петрушка, салат и так далее, то есть если ты вот это все употребляешь, намного меньше происходит скачок. Мгм. То есть это опытным путем. Если Ну, мы то есть едим... они друг друга как бы гасят. Да, то есть если мы берем, допустим, тот же самый продукт, рис бурый, да, Так. у него есть клетчатка, поэтому у него инсулиновый отклик намного меньше. То есть вот он пример. Хотите снизить инсулиновый отклик, да, и вот чтобы... Слово забыла. В общем, чтобы не навредить своему организму, постепенно высвобождать энергию, которая находится в этом продукте, съешьте зелень, употребляйте зелень. Да, ну и в принципе... Ну, то есть сел пломбирчик, раз петрушкой. Наоборот, петрушку, А потом, пломбирчик. да. Вот так. Ну, либо да, лист салата, а потом 2 пломбира. Да, почему бы нет? Эскимо. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Да, идеальная диета, я Все-таки, считаю. если мы коснулись сахара, да, действительно, в последнее время, ну, вот, скажем так, есть тенденции, тренды, мода. Сейчас вот ПП, да, раньше говорили, сало соленое нельзя, сахар белая смерть, соль белая смерть, все прочее, ну, то есть вот какие-то такие перетоки. Сейчас уже многие все говорят, что вот белый сахар, вот, это вообще катастрофа. Как? Все равно, учитывая то, что сахар, ну, скажем так, вот На есть самом есть, деле есть. я согласна насчет белого сахара, именно белого сахара. Мгм. Потому что есть природные сахара, такие Ну, как... который содержится уже в ягодах, он есть. Да, он Ну, куда содержится деваться? в ягодах, и в том числе, вот, допустим, тот, который такой невзрачненький, мусковада, кокосовый сахар и так далее. Да, это сахар, но он проходит меньшую степень очистки вот до... так, нам нужна досветочка, наверное, пока мы тут доведем, чтобы Вот ни так. в коем случае его сильно не прижарить. Ага. Потому что сотейник нагревается, и вот происходит вот этот процесс загустевания. Ну, у вас Вот уже все он. получилось, кажется. Ну, конечно, тут уже опыт не пропьешь, как говорится. А комфорочку выключить, Уже, да? да. Ой, Не-не-не. нет, не в эту? Все, Вот так, я же вот говорю, техника в руках Аккуратно. индейца. Вот, и... О чем я говорила? Я забыла. Вы говорили про сахар. Да, и вот этот белый сахар, он... Есть такая... Не знаю, насколько это правда, потому что на производстве я не была, но обеляют этот сахар просто потому, что его, когда производят и везут, он хранится в, скажем так, не в самых лучших условиях. И вот чтобы убить вот все то, что там заводится, и его пропускают через еще одну, через большую химическую обработку, да, проходит оно. И там даже не сколько сахара, а сколько меласса. Меласса это то, что остается как сироп. То есть берется продукт,
который содержит в себе вот сахар, да, ну тот же самый, допустим, тростник. Берете этот продукт, он там выпаривается, появляется меласса, и вот из этой мелассы ее несколько раз пропускают через определенные там механизмы и добавляют химию. И вот она там выпаривается, и получается вот этот вот сахар. Да, то есть он без клетчатки. Да. Поэтому, как бы, вот опять же, да, возвращаемся к нашей клетчатке. Без клетчатки продукт, он нашим организмом очень плохо понимается. А есть тогда, ну, привыкли мы добавлять и в кофе, и в чай, и во что угодно, любим сладкое, многие, да, торты нападают. Адекватная замена сахара, ну, вот сейчас вот заменили. Да, есть. Подсластитель, да, какой-то есть добавили. подсластитель, и лучше использовать не, допустим, моно, да, подсластитель, там, стевия или эритрит, или сукралоза. Лучше использовать их в, скажем так, в комплексе. Вот я как раз приобретаю вот такую комплексную добавку Master Shape. Наверное, не стоило ее прям так сильно рекламировать. Но, в общем, здесь все как раз 3 компонента. И эритрит, и инулин, и сукралоза. Вот. Инулин – это пищевые волокна. Вообще, в любое время, в любом месте, на любой диете. Да. И сейчас еще выработали такой подсластитель, он достаточно сейчас не распространенный, он называется аллюлоза. Он 1 к 1 с сахаром, но при этом он не, у него есть небольшое количество углеводов, он немного влияет на инсулин, но не это, как сильно не вредит. То есть более полезен, понятен для нашего организма. Итак, мы сейчас приступим к следующий этап. Что мы делаем? У нас вот нагрели, да. перемешали, да, и получили густую, покажем, массу. Вот, заварная основа. Мы сейчас возьмем с вами, что это, ковшик? Нет, не ковшик. Ну, не надо, тазик, пусть будет тазик. Миску. И сюда. Да, мы сюда все переливаем. Вот вам лопаточка. Переливаю. Да, все переливайте. Быкс. Оп. Чтобы оно быстрее остыло у нас, наш же этот. Да, все до последней капельки. Хорошо. Так, мы сейчас с вами будем готовить наш корж. Мы возьмем миндаль и зеленую гречку. Можно его туда искать? Зеленую гречку, да. Вот видите. она. Ага. Тоже пропустим через... Вот тут у меня... Ну, практически все я да, выцарпал. все. И что делаем? И просто пищевой пленкой, потому что тут крахмал, и он может прям такой корочкой стать. Вот она. Прям в контакт. Вот так накрыть, да, прям в контакт. Ага. А я сейчас... Так, да, мне нужна Я обычно зеленая. рыбу или гусей вот такой штукой заворачиваю. Ясно. Можно я возьму тарелочку? И сейчас тогда ускоримся. Ладно, хорошо. Вот так надо делать, да? Нет, прям туда в контакт. Прям прямо плотно, вот- плотно. Да, ля-ля-ля-ля. да. Так, надо какую-то часть срезать отсюда. Так, Ага. раз. И вот так, да? Да, прям туда, прям туда. Да. Сейчас. Ага. Сколько как-то. Так, сейчас мы возьмем зеленую гречку. Контактный бой. Есть контакт. Контактный бой. Так, все окей. Ну, почти хорошо получилось у меня, смотрите. Идеально, я бы сказала. Да ладно, да? Да, Спасибо. идеально. И сейчас нам нужно просто довести это все до И стоит здесь. Так. состояния такой мелкой крошки. Ага. Мы сейчас из этого будем делать несколько этапов. Прям сюда сразу будем Тоже перекладывать. нагревать будет. Да, нам нужно просто поджарить до однородности. Все, там особо многого не нужно. Так. Не заморачиваемся. И Да, это прям, мы гречку смололи. да, Прямо вот так, как в муку, да? да, прям в муку. Миндаль. Миндаль. Ну, обжаренный он у вас? Он у меня, я делаю ферментацию, то есть я его замачиваю, Так. промываю, все это убираю и обсушиваю. То есть на какое-то время оставляете на ночь чуть ли не в воде, да? Ну, достаточно 4 часов. Ну, говорят, чем дольше держишь, орехи там, ну, что-то Они происходит. вкуснее, да. Вкуснее и полезнее становится. Полезнее. Что-то там, ну, как будто проращивается или что-то Ну, там происходит. не то, что даже проращивается, а просто потому что они
Это я от себя добавил. Нет, они просто хранятся, они в очень хороших условиях, они очень грязные. Если вы хоть раз помоете орехи, вы поймете, о чем речь идет. Вот так. Да, там еще может быть маленькая жизнь. Ну Вот. да. Да. Там может Наши быть. мелкие друзья. Да, поэтому лучше обезопасить, обеззаразить себя. Наши мелкие маленькие друзья. Так. Ага. И вот сейчас мы еще немножечко. Еще такой маленький лайфхак, чтобы орехи хорошо мололись и не давали это масло. Мы их замораживаем. Да. Еще такой момент есть. Да. Это То есть они такое. свои полезные свойства при этом не теряют. Нет, не теряют. Мы сейчас с вами будем делать шоколадный корж. Добавим сюда все, что было. Так, все, отлично. Теперь мне нужна лопаточка и опять же нагревать. опять же, да, нагреваем. Ну тут, я так полагаю, не нужен сильный огонь, Нет, сильно не нужен. лишь бы нагрелась, потому что сковородка-то быстро нагреется. Мгм. Ну, вы смотрите, сами можете тут регулировать. Если что, я вам помогу. Так, Вот. хорошо. Лопаточкой мешать, я так полагаю, да? Да, это Так, и вы добавили какао и немножечко, масло можно в конце, можно добавлять, можно не добавлять. Тут все зависит от того вообще, какая диета. какао. Вот это уже не нужно, чтобы не мешали. Уберем с кадра. Да. Мы к ней еще вернемся. Вернемся еще? Да, Ну, да. точно, Ее можно Держим в уме. да, мы ее держим в уме. Мы Так, сейчас это быстренько так обнулили. обжарим. Тогда побольше огонь, походу, надо. Не-не-не-не. Нормально, да? Просто чтобы был аромат, так Мгм. скажем, перемешать. Ирина, у нас обычно первой идет рубрика «Рассказ о себе», но мы как-то ее перескочили. Да. Вкратце, пожалуйста, нашим телезрителям расскажите, пожалуйста, немножко о себе, как вы дошли до жизни такой. Как я дошла? Вообще я, в принципе, с детства в теме спорта, потому что, я занималась танцами, и в любом случае танцы – это тоже своего рода спорт. Конечно. Вот, я не Причем пропускала. Причем очень тяжелый. Да, я не пропускала физкультуру, это было мое любимое занятие. Мгм. Да, но почему-то пошла на юриста учиться. Вот. Пути Господни несправедливы. Да, Так, да, ага. и все равно вернулась в эту профессию, потому что это любовь, это желание быть здоровой, это хороший пример родителей. У меня дедушка, ему 72 года, и он до сих И пор выглядеть занимается... при этом хорошо, как Конечно. вы в вашем случае. И Да, он да. до сих пор занимается спортом. Ага. Вот так. Да, а как вы учились на тренера? А, Где? Я училась в школе Ершова. Это в Питере Мгм. находится такая достаточно знаменитая школа. Также я училась в школе Ростфит, получала дополнительные курсы. Ой, там на самом деле так много, я даже что-то растерялась. Мгм. Нет, Да, но то все есть равно, на когда растяжку- вы сказали, что вы учились на юриста, какое-то время работали юристом? Да, или по конечно, специальности? я Да. 5 лет отработала. Да, юристом. 5 лет вам достаточно, вы решили для себя, все, с сегодняшнего дня я меняю свою жизнь, я пойду к тренерам. Вообще Было такое? нет, было не так Как немножко. все произошло? Так, а можно мне тарелочку быстренько скинем и сейчас Да-да. сделаем второй корж и будем уже собирать наши трайфлы и крем. Мгм. Вот. Учитывая, что у нас еще 10 минут осталось. Да, это Нужно надо. Торопиться. Может надо. быть, тогда один сделаем? Ну, смотрите сами, как успеваем, так и сделаем. Давайте тогда один сделаем, чтобы все было. А А потом один, второй... один потом сделаем и сами сидим. Да? Да, так и сделаем. Я что-то это... За кадром. Ну, так, сейчас это... Это тогда- мы убираем? Да, это все, это мы выключаем. Да. Вот, я разобралась. О, Да. О, класс. отлично. Так, корж у нас готов. Мы берем вишенку. Вишенка. И можно взять подсластитель, Мгм. чтобы тоже было все приятненько. Для Который, этого, который у вас многокомпонентный. Да. Я помню. да, здесь можно на глаз, на самом деле, насыпать. На глаз. Так, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, похоже на сахар, но это не сахар, друзья. Нет, это не сахар. Да. Совсем не сахар. Подсластитель. Да. Просто чтобы было, как будто мы добавили сахар. Ложка. Ага, Ложка, вот ложка. Оно же есть. А как вы стали действующей спортсменкой? Ну, то есть это,
скажем так, как бы правильно выразиться, есть двоякое отношение, что, ну, многие относятся, что бодибилдинг это вроде как не для девушек. Так, ну, я никогда не считала, что этот спорт не для девушек. Да, это вы, да, но многие говорят, что как бы перекачанные тела, как бы так, ну, не очень женственно. Ну, сейчас, конечно, да, мнения меняются, но я говорю к тому, что это неоднозначно. Нет, на самом деле, когда я пришла к этому спорту, была такая спортсменка, как Екатерина Усманова, и все равнялись на нее. Все хотели быть как Екатерина Усманова. Так. Вот. А она очень женственная, очень красивая. Она называла себя еще попастый блогер, по-моему, что-то такое. Как-то так она себя называла. Философ попастый. Вот. И как-то у меня даже не было, и в моем окружении не было такого, чтобы говорили, что бодибилдинг это не для женщин. То есть я в другом окружении была, и поэтому я не заметила такого. Только в комментариях, наверное. Ну да. Только в комментариях я это слышала, а так нет. Так, у нас тут Все надо добавлять? надо все добавить. Все добавить, да? Да. Ну, хорошо, Это я ж вот мороженка, это ж вкусненько. как бы, это я вам помогаю. А фисташечку мы тогда И заказываем. это тоже надо А будет добавлять, фисташечку мы никому. Ну, давайте уже не будем, потому что оно не застыло. Вот, оно не застынет, и этого будет да? достаточно. Ну, получается в очень много так. Хи-хи-хи. Да, это Да. вкусненько, это Как- прям очень Как вкусненько. хорошо, что я работаю здесь ведущим. Просто обалдею, что тем более такое десерт. Да, Я- сейчас можно прям торт целый собрать. Я фанатею от десертов. Есть слабинка. Очень хорошо. И сейчас мы это все размешаем. Да, оно, конечно, не остыло ничего. Ну, ничего страшного. У нас трайфл, в трайфле. Да, Нам- но это потом можно собрать, Конечно. положить в холодильник Да. или даже морозильник, и на завтра он будет еще вкуснее. Да. Как борщ. Правильно? Борщ вообще, борщ. Да, лучше, Это как бы, любовь. хочешь вкусный борщ, приходи завтра. Ага, Да. Или ага. вчерашний. Вот, говорят же так. То же самое, мне кажется, вот с этой историей. Они друг с другом пропитаются, вот скажем, да? Ага. Да. Нет, это на самом деле оно и сейчас пропитается. Но, конечно, да, конечно, оно будет вкуснее. Так, ну что, собираем? Собираем. Так, мы берем еще одну ложку. А можно чтобы вот уже все- столовую ложку берите, если О, хотите. точно, столовый есть, да. Там замечательно. поболее есть, чтобы Мы, быстрее значит, получалось. берем, да, мы берем корж, Слой коржа. да, корж. Мы берем крем, вот прям так. Чуть было не сказал Макс Корж, ну ладно. Мы берем крем. Мгм. Так как мы делаем для себя, мы крем не жалеем. Да? Да. Да. Так, мы возьмем ягодку. Можете, Да. да, можете это помочь мне. И я буду накладывать ягодку. Мы стараемся, чтобы тут было побольше. Мы же себе делаем. Побольше, да побольше. Да. И снова корж. Еще одна ложка. Ага. Вот, снова корж. Будем считать, что у нас пришли гости, а мы такие быстро-быстро, надо что-то вот составить, создать. И крем, да, еще. Да, и еще одну крема. Предполагалось, что это будет немного красивее. Ну, в походных условиях у нас получается все равно. Ничего страшного. классика. Это очень даже хорошо получилось. Я тоже Да. считаю, что это классно. И охладить, чуть-чуть подержать. Да, и это будет прям, должно быть прям вообще. И можно еще сверху ягодки. Да, для красоты. Ну, Можно не- тех или этих. Вот так. Вот так. Нет, без этого нужно было. Во, отлично. И сейчас еще веточку мяты, и Ага. будет супер. Да. Ну, без этого водички нужно было, но ничего Да, страшного. ну так, Мы торопились, друзья. так произошло. Вот, Да. отлично. Я Да. считаю, Не, что даже... ну смотрите, ну как? Ну, давайте кто- сейчас кто- спрячем. Кто, как говорится, кто посмеет, что сказать, что это некрасиво. Что В общем, это я могу вот так, вот так, да? спрятать, конечно. Мы сейчас вот это мы вот можем так. положить, чтобы крупно показать телезрителям, как у нас все получилось. Не, Ой, красиво, я друзья. запачкала. Да. Не поваляешь, не поешь. Ой, Да. вкуснотища. Попробуйте. Если охладить, да, реально. Нет, ну давайте еще один соберем. Ну, давайте. Для Мы вас. успеваем? Успеваем. Да, какое-то Отлично. время есть. Буквально
Жалко. 3 минутки у нас остается. Мы сейчас все сделаем. Мы сейчас сделаем за минуту всё. соберем и откушаем. Да, Да, давайте. чайник мы забыли поставить, ну ничего Ну, страшного. Я попрошу Саню, включай чайник. Там. Раз. Очень интересная была беседа. Да. Ну как. Время пролетело незаметно. Да, ну вот сейчас еще, конечно, у меня проект, я прям вся там в нем, немножко подтормаживаю тоже. Да, это я как будто хочу- спросил вас, какие у вас планы. Не, на самом деле я просто сама решила сказать. Ага. А, Так, что у вас? Я сейчас делаю марафон для людей, которые думают, что ПП это вот как раз просто скучная грудка. И Сухая. Да, такая ни о чемная. Мгм. Вот, гречка, нельзя ни в коем случае добавлять морковь, не дай бог, и что. Лук нельзя добавлять, ничего нельзя добавлять, нужно есть Мгм. сухую вот эту вот гречку. Все, больше ничего нельзя. Вот так вот. Оп, оп. На самом деле, это почти все можно, Всё если в меру можно. и И правильно. правильно. Да, сбалансировать. Но надо учитывать, конечно, да, что все довольно строго индивидуально. Это Мяты. Мята, конечно, мята. Мы тут уже вот прям оп, И посерединке. вот так. Ну что, Да, ну что. я она- считаю, что это Да, да. шедевр. Шедеврашечка просто у нас получилась. Давайте вот так поставим. Вот Да. они, ложки, Да. ложки, Маленькие ложечки. ложечки. Берем. Желаем друг другу приятного аппетита. Очень приятного. И пробуем. Да, ну должно быть просто великолепно. Классик. Да? Ирина, огромное вам спасибо. Великолепно. Я в перерыве между поеданием должен сказать, передача наша практически закончилась, и у нас такая добрая традиция, пожалуйста, на эту камеру, пожелания для наших телезрителей. Кушать вкусно, не бояться, заниматься спортом, не бояться приходить в зал и смотреть передачу обязательно. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях тренер, нутрициолог, действующая спортсменка, бодибилдерша Ирина Бурдулева. Ирина, еще раз вам огромное спасибо. Вам А я Петр спасибо. Цепандин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и действительно не бойтесь кушать вкусно и, как в нашем случае, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.